Все социальные обязательства перед людьми исполнены. Это безусловный приоритет в работе правительства Коми. Наряду с действующими мерами поддержки в Коми внедрены и новые. До 300 тысяч рублей увеличен размер регионального семейного капитала. Он выплачивается за первого и третьего ребенка. А в 2024 году мама, родившая первенца до 24 лет включительно, получит региональный семейный капитал в 500 000. С 1 января текущего года по поручению главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба существенно увеличен размер регионального семейного капитала. Кратно увеличено ежемесячное пособие на покупку продуктов беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям с 1 до 10 тысяч рублей. В планах правительства Коми выплачивать региональный семейный капитал из-за рождения второго ребенка. Пока этот вопрос рассматривается. Решение будет принято, исходя из возможностей республиканского бюджета. Но судя по тому, какими темпами идет работа социального блока правительства Коми и какие инициативы воплощаются в жизнь, шансы достаточно велики, считает председатель парламентского комитета по социальной политике Надежда Дорофеева. За этот год и вообще в динамике мы наблюдаем, как совершенствуется социальное законодательство. И та часть населения, а это большая часть населения, которая получает меры социальной поддержки, именно она сегодня в приоритете у правительства Республики Коми. И вот осуществляя эту совместную деятельность на протяжении уже 3 лет, я могу отметить взвешенную работу и ответственную работу с данной категорией граждан. Мы видим, какие беспрецедентные меры социальной поддержки принимаются в нашей республике. 1/3 жителей Республики Коми получают социальную поддержку, получают меры. Это очень серьезное количество. За эти годы мы видим в динамике, как снизилась безработица, процент безработицы. Мы видим, как эти меры социальной поддержки сегодня воспринимаются нашими общественными организациями, простыми жителями и всеми теми, кто ими пользуется. Мы видим, что количество малоимущих снизилось в республике на 16%. Я думаю, что это более чем подтверждающий факт эффективности работы правительства социального блока. Большая часть доклада о работе правительства в 2023 году посвящена положению дел в экономике. Ситуация остается сложной, но контролируемой и управляемой в условиях уменьшения налоговых поступлений от добывающих предприятий, что напрямую связано с политикой санкций. Правительству Коми удалось обеспечить финансирование всех социальных обязательств, привлечь федеральные деньги и даже сократить госдолг. Несмотря на снижение доходной части бюджета, в 2023 году удалось, во-первых, выполнить все взятые на себя обязательства. Второе, мы видим, что это объективно в рамках нынешней складывающейся мировой политики и социально-экономического развития России, санкций и так далее. У нас падают объемы поступления налогов в связи с сокращением, понятно, прежде всего, доходов от добывающих сырье компаний. Но промышленная переработка, она выросла в объемах. Это говорит о том, и выросла в объемах количество и объем, который поступает от малого предпринимательства. Это говорит, что мы замещаем те потери, которые, так сказать, в общем-то, получены в результате санкций, активностью экономики здесь, внутри Республики Коми. Перерабатывающая промышленность получает мощную поддержку правительства Коми. На начало 24-го в регионе увеличились объемы производства пиломатериалов, древесно-стружечных плит, топливных гранул и брикетов. В марте 2022 года по поручению главы республики Владимира Уйба принят антикризисный план. Благодаря принятым мерам ни одно предприятие в Коми не закрылось. Правительство региона продолжило поддержку производителей биотоплива и в 2023-м, увеличив размер субсидий с 30 до 50% от понесенных затрат. Когда был мощный, информационно насыщенный, четко структурированный доклад, отчет правительства о работе за 2023 год, совершенно понятно и видно, что правительство под руководством главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба четко идет по намеченному плану и знает, куда идти. Самое главное. Не случайно было озвучено очень много тех направлений, особенно по социальной политике, связанные с оздоровлением деток и питанием, и строительством социальных объектов и другие направления. Мы же понимаем с вами, что любые социальные проекты, они основываются на том, что как работает наша экономика.
И экономика Республики Коми, она адаптировалась. Да, сложно, проблем меньше не становится, но, во всяком случае, отрасли экономики республики справляются с тем, что вызовами внешнего санкционного давления, теми логистическими проблемами и так далее. В 2023 году впервые за последние годы выросло число индивидуальных предпринимателей почти на 5%. Немаловажное значение имеет поддержка, которая оказывается по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Чтобы создать комфортную бизнес-среду, в республике приняты колоссальные меры по снижению налоговой нагрузки на сектор малого и среднего бизнеса. Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для социальных предпринимателей, организаций народных художественных промыслов, резидентов арктической зоны и IT-компаний. За истекший 2023 год, согласно реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество новых субъектов, зарегистрированных в Республике Коми, увеличилось на 520 единиц. Об этом уже говорил докладчик, но я все-таки повторю, что нагрузка в части формирования рабочих мест на малый и средний бизнес в республике составляет примерно 100 тысяч рабочих мест. И, исходя из простой математики, мы понимаем, что это примерно 1/3 всех рабочих мест региона. Благодаря президентской арктической субсидии, которую регион получает уже 3-й год, в 2023 году приобретено необходимое оборудование высокотехнологичной диагностики для медучреждений арктических территорий и быстро возводимые модульные конструкции для размещения врачебной амбулатории. Сейчас разрабатывается мастер-план развития Воркуты. Итоговый вариант будет представлен Минвостокразвития России уже в июне. Очень много сил было приложено еще с 2020-2021 года, потому что ввести Воркуту в опорную агломерацию Арктики – это один такой момент. Да, это как я сам коренной воркутинец, это было очень важно, тем более Воркута у нас является и всегда являлся одним из главных промышленных центров. Тем более, если мы говорим об Арктике, большой проект будет у нас по устойчивому развитию арктической зоны, да и развитию устойчивого развития экономики. Для нас это очень важно. Федеральная программа социально-экономического развития республики утверждена правительством России. Это важнейший результат работы главы республики и регионального Кабмина и Госсовета. В рамках концепции новой модели жизнедеятельности в арктической зоне будут проработаны меры помощи населению. Определены арктические коэффициенты к зарплате, предусмотрена поддержка ипотечного кредитования. В Инте планируется построить станцию водоподготовки на главных водозаборных сооружениях и провести реконструкцию водопроводной сети. Запланирована реконструкция гидротехнического сооружения и берегоукрепительных дамб на реке Большая Инта. Они дают возможность поддержать необходимый уровень воды, чтобы обеспечивать работу водозабора. Предусмотрено проведение реконструкции всего водохозяйственного комплекса Усинского водовода, снабжающего питьевой и хозяйственной водой Воркуту. Запланирована передача аэродрома заполярного города из региональной в федеральную собственность. Это позволит привлечь для его развития дополнительное федеральное финансирование. Для реализации программы потребуется более 11 миллиардов рублей, из них более 8,5 миллиардов – средства федерального бюджета. Планируется, что в 2024-2028 годах суммарный объем привлеченных внебюджетных инвестиций в проекты, реализуемые на территории Коми, составит более 120 миллиардов рублей. За это же время предполагается создать более 5000 новых рабочих мест. Под руководством главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба нам удалось скорректировать свои действия не только в отношении нивелирования последствий внешнего санкционного давления, но и начать работу по восстановлению региональной экономики и повышению качества жизни населения республики. Многие меры поддержки бизнеса и граждан были подготовлены с вашим, уважаемые депутаты, непосредственным участием. Хочу поблагодарить свою команду правительства Республики Коми, руководителей муниципальных образований, контрольно-надзорные органы за слаженную работу в такое непростое время. Мы продолжаем работать в тяжелых условиях, однако сплоченность, консолидация усилий всех уровней власти позволит нам продуктивно действовать и двигаться к достижению национальных целей, которые обозначил в своем ежегодном послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Эльмира Ахмеева поблагодарила депутатов за совместную работу и ответила на вопросы представителей фракции. Отчет о работе правительства Коми парламентарии большинством голосов утвердили. Любовь Лапина, Алексей Корчма, Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, Олег Юшков, телеканал Юрган.